Звонил телефон. Дрынь. Кто говорит? Слон. Он и цветы ест? Он ест все, что попадется. Даже такие цветы, у которых шипы? Да, и те, у которых шипы. Вот будет подарок жене, сказал дед, взял лисичку, положил на воз, а сам пошел впереди. Теперь что делать-то будем? Спросил дед. Ничего не ответила баба. На морье дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Мартышка, осел, козел да косолапый Мишка затеялись сыграть квартет. Достали нож. Что с тобой, Юлечка? Ничего, мамулечка. Сделай, внученька, глоточек, проглоти еще кусочек. Пожалей нас, Юлечка. Не могу, бабулечка. Начинает бегать за пиратом по комнате. Смотреть на них, животики надорвешь. А в общем-то живем мы дружно. У каждого в душе свой солнечный зайчик. Кымашада уджаунок пет. Хашепие. Пукши шойне. Катпаде пукше шойнте да окшой. Йош, оз радит визуе. Жар поводя дырье, джепшо джуджубина, вуджор сайо. Нет ё на бошта ни джубыла. Тая черьюс ичат, но чоскар ю квартма. Добрый день! Коми Республиканский институт развития образования приветствует всех участников республиканского конкурса. Читающий. Мама, читающий папа, читающая семья. Здравствуйте, уважаемые участники, члены жюри и гости нашего мероприятия. Все, кто в этот морозный вечер подключается к нам онлайн, и те, кто пришел в институт, чтобы очно поздравить победителей конкурса. Сегодня для нас особый день. Мы проводим официальную церемонию награждения победителей и призеров конкурса. Конкурс имеет уже долгую историю, ему уже 4 года. Ведущий торжественного мероприятия сегодня ректор Коми Республиканского института развития образования Галина Владимировна Китайгородская и Елена Владимировна Рочева, которая является координатором данного конкурса и методистом нашего института. У нас в студии присутствуют гости, партнеры нашего мероприятия. Разрешите представить заместителя министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Холопова Олега Александровича. Коллеги, вместе с нами сегодня в студии директор издательского дома Коми Инесса Николаевна Орел. С нами в студии председатель общественного движения Совет отцов Республики Коми Сандригайло Алексей Анатольевич. И Лапшина Галина Анисимовна, заместитель председателя Общественной палаты Республики Коми. На видеосвязи с нами вместе представители Национальной библиотеки Республики Коми. Екатерина Леонидовна Данщикова приветствует вас. Да, она, наверное, потерялась среди всех семей, которые подключились к нам уже к прямому эфиру. На протяжении многих веков книга являлась главным источником развития и воспитания детей, а чтение вслух в домашнем кругу было одним из самых популярных видов досуга. Известно, что еще со времен Петра I начинается развитие семейного чтения, а и в эпоху Екатерины II семейное чтение стало доступно уже всем слоям населения. И, конечно, и в настоящее время в Российской Федерации и в нашей республике наши дорогие родители с удовольствием читают книги детям. И, конечно, наш конкурс подтверждает данную традицию, которая была сформирована уже более 400 лет назад. В нашей республике конкурс был открыт в 2017 году. Да, ему уже 4 года, и если 4 года назад участниками конкурса стали 299 семей из 6 городов и 4 районов республики, то в этом году цифра намного больше. С каждым годом росло число участников.
Менялось количество и название номинаций, расширялась география конкурса. В 2019 году была включена отдельная номинация для пап «Читает папа» по просьбе самих же пап. А в этом году у нас 4 номинации традиционных. Читает мама, читает папа, читающая семья, читаем на коми-языке. И очень важно, что именно в этом году, конечно, мы все готовимся к празднованию столетию Республики Коми, мы ввели еще одну номинацию «Читаем произведения писателей Республики Коми». Мы рады сообщить, что в 2020 году в конкурсе «Читает мама, читает папа, читающая страна» приняли участие 479 семей со всех муниципальных образований Республики Коми. Впервые были представлены все муниципалитеты. Ваши работы настолько интересны и уникальны. И в этом году оргкомитет принял решение увеличить количество победителей конкурса. И вместо традиционных 15 победителей по каждой номинации в этом году у нас будет 34 призовых места. Уважаемые участники конкурса и гости, вот и раскрыта первая интрига конкурса. И, конечно, нам очень важно, что сегодня вместе с нами в нашей онлайн-студии Олег Александрович Холопов, заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Наше министерство всегда поддерживает наш конкурс. И очень важно, что Наталья Владимировна Якимова каждый год всегда присутствовала на нашем очном торжественном закрытии конкурса. Олег Александрович, а сегодня вам слово. Добрый день, дорогие друзья. От имени Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми я рад приветствовать всех участников, организаторов, гостей, членов жюри на торжественном подведении итогов нашего республиканского конкурса «Читает мама, читает папа, читающая страна». Мы, уже Галина Владимировна сказала, что придаем очень важное значение этому конкурсу, потому что в век информационных технологий, когда взрослые и дети все реже обращаются к живой, к настоящей книге, используют гаджеты, интернет, мессенджеры и так далее, очень важно вспомнить, возрождать традиции семейного совместного чтения, которым уже много-много-много лет. Ведь вот это семейное совместное прочтение, дальнейшее обсуждение книги, оно очень сближает членов семьи, объединяет духовно и позволяет как раз формировать у наших детей потребность в самостоятельном чтении. Кроме того, вот это совместное семейное чтение – это еще один из таких прекрасных способов дать возможность понять ребенку, что он любимый, что он ожидаемый. И вот эти счастливые минуты остаются в памяти человека, безусловно, навсегда. И это очень важно в наших детско-родительских отношениях. Галина Владимировна уже сказала, что в этом году у нас представлена в рамках празднования столетия Республики Коми отдельная номинация «Читаем произведения писателей Республики Коми». Я убежден, что эта номинация должна стать традиционной, потому что наши дети должны приобщаться к культуре родного края не только в детском саду, в школе, в вузе, в образовательной организации, но, конечно же, дома, в семье. Еще раз от имени министерства я благодарю всех участников, прежде всего, за вашу активную позицию, за ваше желание и стремление возрождать наши российские традиции совместного семейного чтения. Спасибо вам. Спасибо, Олег Александрович. Спасибо, Олег Александрович. Это очень важно, уважаемые коллеги. И, конечно, благодаря нашему министерству данный конкурс и существует. И именно такой интерес к конкурсу, конечно, поддерживается на уровне всех муниципальных образований. И мы благодарим каждого участника, потому что мы понимаем, что система образования – это непрерывная система, и мы сегодня как раз это продемонстрируем, что вместе с нами в конкурсе принимали участие дети, которым
2 месяца. Но есть уже более взрослые, которым 13 и 14 лет. Галина Владимировна, вы являетесь председателем жюри конкурса. Можно задать вам один вопрос, который задают очень многие конкурсанты. Как можно проверить 479 работ и выявить победителя в каждой номинации? Елена Владимировна, уважаемые наши родители и участники, это очень сложно. Это колоссальный труд. И, конечно, я благодарю всех наших экспертов, которые в течение 3 недель ежедневно не только просматривали, а выражали свою именно профессиональную и старались выразить объективную позицию. Критерии конкурса очень сложные. Мы определяли и, конечно же, целесообразность выбора произведения, и оригинальность исполнения, ну, конечно, и эстетику представления видеоматериалов. Нам очень важно, что эта работа завершена, но мы понимаем, и многие члены жюри как раз на заседании уже оргкомитета заявляли о том, что такой сложный выбор, и нам бы хотелось, конечно, наградить каждого из вас за именно ту поддержку семейного и родительского чтения. Но в этом году 34 победителя и призера. Но будем надеяться, что в следующем году их количество увеличится. Осталось только озвучить, кто же эти победители. Ну, мы, наверное, скажем еще о членах жюри. Я хочу напомнить, что членами жюри в этом году были представители Национальной библиотеки Республики Коми, представители Совета отцов Республики Коми. Нам очень важно, что впервые в этом году принимали участие в экспертизе научные сотрудники. Это сотрудники Коми научного центра. Конечно, принимал участие Коми-Республиканский институт развития образования и представители общественных организаций нашей республики. Вот такие профессионалы нашли возможность и рассмотрели и представили экспертную позицию по каждой работе. На самом деле колоссальный труд проделали все. И участники, и члены жюри, и организаторы конкурса. Ну что, Елена Владимировна, уважаемые представители оргкомитета, экспертного сообщества, сейчас, конечно, мы готовы приступить к церемонии награждения. Это очень волнительно для всех нас. Действительно, посмотрите, сколько призов. Это только часть призов. Конечно, это книги, это самый лучший подарок для наших участников. Но мы хотим вам напомнить, что мы обязательно каждому участнику передадим электронный сертификат участника, обязательно диплом победителя и призера, и у вас будет возможность получить все награды в нашем институте через организаторов, координаторов, контакты которых вы хорошо знаете. Начинаем с самой большой по количеству конкурсных работ номинации «Читает мама». Внимание на экран! Материнское чтение – это не просто совместный досуг,
а серьезная творческая работа, как для самой мамы, так и для ребенка. Давно доказано, что чтение является главным фактором развития критического мышления и организационного сознания у человека. 220 работ были представлены в данной номинации. И мы, конечно, благодарны нашим экспертам, которые сегодня вместе с нами следят за награждением. Конечно, очень важно предоставить слово Данщиковой Екатерине Леонидовне. Екатерина Леонидовна, вы с нами на связи? Мы будем передавать вам слово, потому что именно сотрудники Национальной библиотеки Республики Коми. Видно меня? Здравствуйте. Видно меня? Слышно меня? Вас слышно? Слышно. И видно. Хорошо. Передаем вам слово. Ага, спасибо. Добрый день, дорогие участники и организаторы конкурса. Национальная библиотека приветствует всех участников, их родителей, педагогов, организаторов, соорганизаторов, партнеров такого важного конкурса «Читающая мама, читающая папа, читающая страна», который не потерял актуальность с 2017 года. Библиотека очень рада, что в лице Коми Республиканского института развития образования мы ощущаем поддержку в популяризации, продвижении и развитии семейного и детского чтения. Потому что книга в руках мамы или папы – это главная воспитательная сила, с которой ничто не сравнится. Влияние литературы и чтения на образование, воспитание, образ жизни подрастающего поколения трудно переоценить. Именно в этом и есть интеллектуальное и успешное развитие будущей нашей нации. Поскольку наши специалисты с большим удовольствием ежегодно работают в составе жюри, поэтому я не могу, не удержусь сказать несколько слов об особенностях работ ребят, которые мы просмотрели в 2020 году. Ну, во-первых, присылаемых на конкурс работ с каждым годом все больше. В этом году специалисты библиотеки просмотрели 221 работу. В прошлом году это была цифра около 100 единиц. Каждую присланную работу мы внимательно просмотрели и прослушали. Творческие работы, присланные на конкурс, оценивались очень серьезно, чтобы оценить владение техникой выразительного чтения, соответствует ли произведение возрасту и индивидуальности исполнителя, умение вызвать интерес у ребенка, актерское мастерство оценивалось, оригинальность исполнения. Видеоролики приходилось просматривать не по одному разу. За интересные постановочные ролики с использованием спецэффектов, костюмов, интерьеров, если это было все уместно и гармонично, жюри выставляло дополнительные баллы. Во-вторых, хочу отметить, что самыми популярными произведениями среди участников конкурса остаются народные русские и коми-сказки. Произведения Корнея Чуковского, Айболит, Муха-цикатуха, Телефон. Популярными авторами, и это радует, остаются любимые многими поколениями авторы Маршак, Драгунский, Крылов, Сутеев. Но достаточно много участников обратилось к произведениям и современных русских и зарубежных авторов, таких как Джоан Роулинг, Гарри Поттер, Стивена Хокинга, Джордж и кот, который не взломать произведения. Даже к незнакомым ранее произведениям обратились, таких как «Новогодняя почта» Натальи Греф, «Бегемотик Буби-Бу», если я правильно произнесла, Екатерины Каргановой. И, наконец, в номинации «Читаем на коми-языке» тоже очень было отрадно. Представлено было 54 ролика. Для прочтения в этой номинации были выбраны произведения классиков коми-литературы Виктора Савина, Михаила Лебедева, Серафима Попова, Василия Лыткина, Николая Щукина, Юрия Васютова, Елены Козловой. Очень приятно, что на коми-языке читают не только в районах, но и в городах нашей республики. Особенно порадовало, что много читают с папами, и папы молодцы. Самыми активными районами
оказались жители, конечно, городов Сыктывкар, Сосногорск, Усинск, Ухта, Инта. Из районов много роликов представили Сыктывдинский район, Усть-Вымский, Усть-Куломский, Прилузский, Сысольский и другие. Поэтому особое, огромное спасибо участникам конкурса я выражаю от лица всей библиотеки и библиотекарей за массу положительных эмоций и впечатлений от представленных материалов. Мы получили большое удовольствие. От лица всего коллектива, опять же, поздравляю победителей конкурса, которые вы озвучите чуть попозже. И я уверена, что приобретенный опыт, знания и стремление к чтению повлияют на мировоззрение деток и будут способствовать только их успехам. Спасибо. Екатерина Леонидовна, благодарим вас за подключение и за очень подробный рассказ о том, какие видеоролики вы увидели. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с вами. Да, благодарим, конечно, прежде всего лично вас, руководителя библиотеки и, конечно, экспертов. Ну, а мы начинаем официальное объявление победителей и призеров номинации «Читает мама». Продемонстрируем, какие дипломы. Вот такие дипломы будут вручены победителям нашего конкурса, которые уже в понедельник будут направлены на электронные адреса. Да. Ну что, диплом Самый трогательный момент. Диплом 3-й степени вручается Чулак Галине Павловне и Чулак Анастасии, город Ухта. Захаровой Татьяне Васильевне и Захаровой Елизавете, город Сыктывкар. 3-е место. Паняковой Юлии Николаевне, Панякову Игорю, город Сыктывкар. И Соколовой Ирине Алексеевне и Соколовой Арине, тоже из города Сыктывкара. Поздравляем призеров, аплодисменты наших студий. Диплом 2-й степени вручается Терентьевой Елизавете Михайловне и Терентьевой Дарье, село Усть-Уса Усинского района, Тимофеевой Янине Викторовне и Тимофееву Александру, город Воркута, Алышевой Анне Александровне и Алышеву Даниилу, город Воркута. Поздравляем. Поздравляем. Ну что, абсолютными победителями конкурса в номинации «Читает мама» становятся Симонова Людмила Михайловна и Сенкин Тимофей, поселок городского типа Троицко-Печорск. Синицкая Нина Ханимовна и Синицкие Екатерина и Игорь, поселок Якша, Троицко-Печорского района. А также Гурьева Любовь Владимировна и Доронина Ксения, село Зеленец, Сыктывдинского района. Мы поздравляем победителей и призеров. И мы очень рады. Вы посмотрите, как радуются все наши участники. И вместе с нами сегодня на связи семья Симоновых. Вы с нами, мы передаем вам слово. Выходите к нам в эфир, подключайте микрофон. Были у нас на связи. Подключайтесь, берите слово, мы поздравляем вас. Так, сейчас очень много подключившихся. Людмила Михайловна, Тимофей, поселок Троицко-Печорск. Мы вас слышим. Вот наши победители. Вот мы вас видим. Видит вас. Сегодня Республика Коми. У нас очень много онлайн-подключений. Я напоминаю, что мы транслируем YouTube, да, коллеги, да, коллеги, мы вас слышим. Ура! Мы продолжаем объявлять победителей конкурса, и следующая номинация «Читает папа». Видеоролик сейчас с нашими участниками мы вам представим.
Зима на север приходит рано. Уже выпал первый снег, и второй, и третий. Перелетные птицы улетели на юг. Звери в лесу готовились к спячке. Дед Мороз с внучкой сидели за столом и пили чай. Мы все съели. Как вы могли съесть так быстро всю нашу кукурузу? Удивилась Молли. Вас так много. Да, сказала мышь, как звездочек на небе. Козявки выбегают из-под лавки. Слава, слава комару, победителю! Прибегали светляки, зажигали огоньки. У Кати было 2 зеленых карандаша, у Лены ни одного. Вот и просит Лена Катю: дай мне зеленый карандаш. А Катя говорит: спрошу у мамы. Человеческая память играет с нами в странные игры. Она высвечивает то плохое, то хорошее. Кажется, что вот только что было золотое, полного солнечного света детства. Или счастливое, как предутренняя розовая дымка студенчества. То время кажется тебе идеальным. В Австралии провели исследования, которые доказали, очень важно, чтобы именно папы читали книги своим детям. Результат исследования очень интересен. Влияние отцовского чтения на развитие речи у детей крайне велико. А как эмоционально некоторые папы читали рассказы, просто глаз не оторвать. Можно слушать их часами. В этом году у нас было 45 участников номинаций. 10 из них стали победителями. Экспертами данной номинации выступили члены общественного движения «Совет отцов Республики Коми». С нами в студии председатель общественного движения «Совет отцов Республики Коми» Цендригайло Алексей Анатольевич. Алексей Анатольевич, вам больше понравились выбранные произведения или то, как эмоционально их читали папы? День добрый. Ну, я, как один из экспертов, скажу больше, я не обращал внимания на произведения. Каюсь, я больше обращал внимание, наверное, на эмоциональность прочтения и даже, может быть, там не как вы там сказали, постановка кадра, еще что-то, а просто как эмоционально читает человек. То есть пусть это будет с ошибками, с запинками, но когда человек читает от души, это видно, это заметно, и когда человек читает для ребенка, это заметно вдвойне. В этом году очень тяжело было выбирать. Мы уже второй год являемся экспертами по читающему папу именно. Первый год как-то казалось проще, сейчас было и работ побольше, и скажу так, что когда мы подводили, пришлось собирать зум-конференцию экспертов отцов, потому что мы не могли решить, кто должен попасть в финал, кто должен победить. Доходило до дебатов, то есть у нас были профессиональные журналисты, профессиональные писатели, они говорили, с точки зрения вот так. Я говорю, ну а вот с человеческой точки зрения мы считаем вот так. Выбрали. Большое спасибо то, что нас приглашаете. До скорых встреч. Ну и сейчас давайте услышим победителей. Итак, у нас 45 участников, 10 победителей и призеров. Традиционно мы начинаем с объявления призеров. Диплом 3-й степени вручается Юрию Михайловичу и Екатерине и Ярославу Буряковым, поселок городского типа Ярига, Ухтинский район. Колосову Александру Леонидовичу и Политовой Софье, город Емва. Диплом 2-й степени вручается Лискаусу Илье Александровичу и Лисаускайте Агни из города Ухты. Они с нами сегодня тоже на связи. И Захарову Максиму Михайловичу и Захарову Макару, город Ухта. Алексей Анатольевич. А победителями конкурса в этом году стал Ступин Александр Анатольевич и Ступины Виталина и Милана, город Воркута. Поздравляем! Поздравляем, коллеги! Да, и от Совета отцов мы вручаем приз, подарочный сертификат в книжный магазин. Я думаю, вместе с институтом мы договоримся, в каком формате он до вас дойдет. Спасибо. Алексей Анатольевич, большое вам спасибо. Нам важна, конечно, экспертная позиция.
Но и поддержка в качестве приза очень важна для наших участников. Всегда, пожалуйста. И вы видите, как радуются наши участники. И, конечно, одни из победителей сегодня с нами на связи. Кто к нам подключается? Семья Буряковых. Подключайтесь. У нас в правом верхнем углу папа с мальчиком читали последнее. Здравствуйте! Да, здравствуйте! Здравствуйте, дорогие организаторы, участники конкурса. Спасибо за такой интересный и содержательный конкурс, который вы придумали для нас всех. Мы с радостью решили поучаствовать в нем, так как все время читаем нашим детям книги Чуковского, Агнии Барто, Маршака. Им очень это все нравится, мы хотим им привить все хорошее, что есть. Юрий Михайлович, спасибо большое. Нам очень важно, что вы сейчас обращаетесь к родительскому сообществу нашей республики. Спасибо за, конечно, и благодарность в наш адрес. Нам это очень важно, и будем надеяться, что вы и впоследствии будете принять участие в республиканском конкурсе. Всех благ вам, вашей семье, вашим детям. Спасибо большое. Спасибо, спасибо вам. Поздравляем, поздравляем. Поздравляем всех победителей номинации «Читает папа» и благодарим всех конкурсантов, кто прислал свои видеоролики. Папы, давайте докажем австралийским ученым, что они правы в одном. Отцовское чтение очень сильно влияет на развитие речи у маленького ребенка. Читаем каждый день. А мы переходим к награждению участников третьей номинации «Читающая семья», где оценивалось уже чтение по ролям, инсценировка и, конечно, отношения между членами семьи, которые очень ярко проявлялись именно в этой номинации. Олег Александрович Холодов будет представлять данную номинацию. Сейчас видеоролик. Мама, папа, татука. Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам. Дружба всем ведь нам нужна. Стала кошку няньки звать. Михаил, научится кошка на Сибирку покатать. Стала петь мышонку кошка. Мяу. Спи, мой кошка. Мяу, мяу, ляжем спать. Мяу, мяу, на кровать. Он вывел учеников на улицу и подвел к огромному сугробу, который заготовил накануне. Сегодня, друзья мои, у нас очень важный урок. Мы будем делать с вами леденцы. Трямпать или трямский, значит здравствуйте. Медвежонок сорвал одуванчик, взял ежика за лапу, и они поплыли на одуванчике, как на воздушном шаре. Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит. От того, что нам читали в детстве, зависит, кем мы будем в будущем. Любовь и вправду зла, так полюбишь и посла. А попутно мне поправишь и торговые дела. Настоящие кукольные спектакли разыгрывали взрослые вместе с детьми в данной номинации. После мгновенно превращаться в других героев и говорить их же голосами. 89 работ было представлено в номинации. Экспертам было очень сложно. Конечно, оценивали не только художественное проникновение в особенности текста, но и актерское мастерство. А это очень сложно. Да, именно так и было. Одна семья за 3 минуты успела прочитать отрывок из рассказа Андрея Усачева «Как снеговики делали леденцы» и сделать настоящие леденцы вместе со Снегурочкой. Уважаемые участники конкурса, мы объявляем победителей и призеров номинации «Читающая семья». Начинаем мы с диплома 3-й степени. Город Микунь, Усть-Вымский район, семья Маслаковых.
и город Воркута, семья Салтыковых. Поздравляем тех, кто получает у нас диплом 3-й степени, а я объявлю тех, кто получает диплом 2-й степени. Семья Горький-Эберт из города Сыктывкара и семья Старокошка из города Воркуты. Олег Александрович, интрига тоже будет являться победителем. Да, ну интрига, наверное, уже мы не смогли сохранить, потому что это на картинке будет. Итак, победителем номинации «Читающая семья» у нас становится семья Шухтомовых из села Ырк Сыктывкарского района и семья Мезенцевых из города Ухты. Поздравляем! У нас на связи все семьи этой номинации. Да, нам это очень важно, уважаемые наши дорогие родители, семьи. Мы видим аплодисменты, которые все участники сейчас в ваш адрес направляют через наши онлайн-элементы, наше пространство. Ну а самое, конечно, главное, что на связи победители и призеры. Семья Маслаковых, семья Салтыковых. Мы хотим вас сейчас увидеть в нашем онлайн-пространстве. Коллеги, мы сейчас увидим и подключайтесь, уважаемые родители. Расскажите в прямом эфире, рады ли вы тому, что заняли призовое место? Подключайтесь к микрофону. Слышно? Слышно, очень хорошо, слышно. Добрый вечер, ведущие. Добрый вечер, организаторы, участники конкурса. Спасибо жюри за высокую оценку нашей конкурсной работы. Мы старались очень, но даже представить не могли, что войдем в десятку лучших работ из такого большого количества участников со всей республики. Мы очень рады этому. Также хочется сказать слова благодарности Коми-республиканскому институту образования за то, что даете такую возможность показать себя. Особенно необычно принимать участие в подобном мероприятии в таком нестандартном удаленном формате. Спасибо за организацию. Мы думаем, что это было непросто сделать. Читайте сами, читайте с детьми. Спасибо. Спасибо, мы вас поздравляем. А читайте книги. Именно вы, уважаемые наши семьи, родители, именно так воспитывают наше будущее и наше настоящее. Четвертое. Читаем на коми-языке. Традиционно для нас номинация, и мы сейчас посмотрим работы наших участников. Ей, Табьякук, помните не kösitenet otsesne? Помните. Сейчас гуд, воз и щижим пут, талун четчи шонди петач. Мошко речи сасы быт. Уис ческр я шуд. Боже молен köчил, кыршис чача выча. Но и тереб же теур, менам вещик муджис юр, видят те вылы. Una röma, mianarša văris, ușas lâm, iseki sămân, loctas ieģi drămys. Аджимича шерпас, шонды колькиш рема керка, чупаным на сымын. Данную номинацию Это Ирина Николаевна Орел, директор Инесса Николаевна Орел, директор издательского дома Коми. И, конечно, мы бы хотели, Инесса Николаевна, у вас спросить, как ваше впечатление, ваши эмоции от нашего конкурса и, конечно же, от работ участников? Спасибо за слово.
как мама 5-летних двойняшек, прекрасно понимаю, что не только важно чтение, но еще если надо это снять, насколько это тяжело, да? Это надо поймать, чтобы все те, кто в кадре смотрелся, да, надо переснять несколько раз. Вот этот процесс прям вызывает геройство, вызывает отдельного уважения. Очень приятно видеть знакомые лица. Вот прямо здесь, например, Юрий Михайлович Буряков. Вот Юрий Михайлович, вот вам помашу. Это пожарный из Ухты, герой. Да, очень артистичный еще оказался папа 2 как минимум детей. Да? Хочу пожелать конкурсу, чтобы он рос ввысь, вширь и в глубину тоже рос, как бы странно это ни звучало, да? Потому что всегда есть что улучшить, да? Всегда есть что сделать. Давайте объявлять результаты. Итак, поддержим всех участников номинации, а я оглашаю тех, кто получит диплом 3-й степени. Диплом 3-й степени вручается Зезигову Дмитрию Ивановичу и Зезиговой Яне, село Выльгород Сыктывдинского района, Симпелевой Надежде Игоревне и Лобанову Прохору, поселок городского типа Ярига, Ухтинского района. У нас с вами диплом 3-й степени вручается Тарабукиной Анастасии Михайловне и Волошиным Кириллу и Евгению, поселок Тимшер, Усть-Куломского района. Диплом 2-й степени вручается Терентьеву Алексею Анатольевичу и Терентьевой Екатерине, город Сыктывкар, Агеевой Наталье Васильевне и Агееву Арсению, село Усть-Кулом, Поповой Галине Валерьевне и Поповой Виктории, поселок Визендор. Инесса Николаевна, ну а вас просим назвать победителей в конкурсе в номинации «Читаем на коми-языке». Наверное, те, кто участвовал в этой номинации коми-язык, понимают, да, знают. Это очень ответственно. Там ты все равно что ломала. 1 место, 2 место, 3, абу место ты учут героя. Победителями конкурса становятся Исакова Снежана Николаевна и Исакова Милана, село Айкино, Усть-Вымского района. Голубцова Нина Ивановна, бабушка, и Калинина Мария, город Ухта. Чего останется? С нами на связи. Пожалуйста, кто готов поделиться своими эмоциями? Видите, как они реагируют, хлопают в ладоши, радуются от души тому, что заняли призовое место. Кто готов к нам присоединиться на прямую связь? Включайте, пожалуйста, микрофон. Бурлон, здрасте. Добрый день всем. Добрый. Слышно нас, да, видно? Очень хорошо слышно. Да, спасибо большое за такой конкурс. Было приятно поучаствовать и еще получить номинацию. То есть мы очень рады. Ну и чтобы в дальнейшем у нас конкурс расширялся и больше участвовали в коми номинации не просто коми-язык, а на родном языке. Аскывылами, черный там и ок только куш конкурсла, но и быдлун. Спасибо. Спасибо вам большое. Видно, что вы очень рады и не ожидали того, что попадете в 10 лучших работ. Спасибо большое вам. Спасибо, Инесса Николаевна. Итак, следующая номинация очень важна для нашего конкурса, потому что мы ее проводили первый раз. Читаем произведение писателя Республики Коми. Здесь было много участников, и, конечно, очень важно, что в этой номинации были представлены произведения писателей Республики Коми, писателей, которые пишут и на русском, и на коми-языке. И действительно, ныне живущих очень много. И сегодня Союз писателей Республики Коми, конечно, благодарен за тот интерес, который проявляет сегодня наши семьи писателям, которые творят именно для нас,
для наших детей и, конечно, создают и очень серьезные произведения. Поэтому, конечно, эта номинация для нас была такой тайной, которую мы для себя раскрывали вместе с вами. Кого же вы выбираете из тех писателей, которые в течение долгого времени создавали произведения о ком на земле, создавали произведения о нашей республике. Удивительная номинация. И мы очень благодарны вам, что вы обратили на нее наше внимание. Галина Владимировна, вот сейчас, честно, трудно кого-либо удивить. Но никакие чудеса в мире не сравнятся с книгой. Вместе с героями Елены Габовой, Соломоне Пылаве и других писателей Республики Коми можно улететь в космос, отправиться в будущее, попасть в прошлое. А самое интересное – попасть в необычные ситуации с необычными героями. Внимание на экран. Видеоролик. Тимофей, да Иона, два брата, начинали здесь песни свои. Вместе с ними был Майгов сокол, и Вашпедер друзьям подпевал. У Леночки две ленточки, в косичке плетены, на кофточке две розочки издалека видны. Ай-яй-яй. Сказал дедушка. Ох, стонет бабушка. Не буду я больше печь такую шанишку. И с тех пор стала печь шанишки только с одной начинкой. Леший, а ну-ка покажи мне кружочки за корючками, которые я тебе за 7 морями, 7 землями достала. Ёма, хочешь верь, хочешь нет, а я твой подарок потерял. Они стали носиться по комнатам, прыгать на диван, стулья. Одна медведавка догоняла другую. Они сталкивались лбами, разбегались в разные стороны. Очень полюбил Миша свои медведавки. Владимировна, мы приступаем к официальной церемонии награждения. Итак, диплом 3-й степени вручается семье Чеблуковых, город Сосногорск. Поздравляем вас! Диплом 3-й степени вручается Шахтаровой Татьяне Вадимовне и Трушиной Алине, город Ухта. И Шестак Людмиле Николаевне и Шестак Валерию, тоже из города Ухты. Поздравляем! Диплом 2-й степени вручается Максину Роману Валерьевичу и Максиной Анне, селу Вильгород, Матуленко Маргарите Николаевне и Матуленко Александру, село Устцыма, и Смирновой Анне Павловне и Кузнецову Анатолию, город Сыктывкар. Ну и интрига. Кто же занял первое место и стал победителем данной номинации? Победителями конкурса в данной номинации становятся Догушева Елена Анатольевна, Догушев Артур и Абилова Аделина, город Ембок Нижпогодского района. И семья Некрасовых, город Воркута. Поздравляем победителей! От всей души поздравляем! Смотрим на все ваши эмоции на экране. Кто готов к нам подключиться? Добрый вечер. Всех благодарю и участников благодарю за участие. Всех благодарю. И Институт развития всех благодарю. И с Новым годом! Спасибо большое, спасибо. Это семья Долгушевых. Всех приветствуем, всех участников. Спасибо за большой ваш труд, за интересный волшебный сказочный конкурс. Нам очень приятно поучаствовать. Не первый раз, но очень приятно. И будем постоянно стремиться к лучшему и к лучшему. Наши любимые книги всегда рядом с нами. Спасибо всем-всем-всем. С Новым годом! Спасибо вам, спасибо! Здравствуйте!
Воркута вас приветствует. Да, мы вас приветствуем, мы вас видим. Спасибо большое за такой замечательный конкурс. Будем читать вместе с детьми, читать всей семьей. Спасибо огромное. И готовимся уже к следующему конкурсу. Обязательно. Очень приятно. Спасибо большое, Воркута. Спасибо всем, кто принимает участие в нашей прямой трансляции. И еще одна интрига, которая у нас сегодня на конкурсе. У нас в гостях в студии заместитель председателя Общественной палаты Республики Коми, а также председатель Союза женщин Республики Коми Галина Анисимовна Лапшина. Специальный приз от Галины Анисимовны в студию. Дорогие друзья, но прежде чем сказать о призе от Союза женщин, я вот какие слова хочу произнести. Я не была в жюри, не знакомилась с вашими работами, если не считать того, что увидела сейчас. Но о самом этом конкурсе я наслышана, и не просто наслышана. Это вообще-то конкурс российский. В прошлом году на площадке Союза женщин России проходила конференция, и рассказывали об этом конкурсе. Мне запомнилось выступление руководителя Ассоциации школьных библиотек и главного редактора журнала «Школьная библиотека» Жуковой. Она рассказывала о том, как на одном из всероссийском литературном собрании присутствовал Владимир Владимирович Путин. И он с горечью тогда сказал: к сожалению, в нашей стране наступает гуманитарный кризис. И прежде всего он проявляется в том, что молодежь стала меньше читать. И были приведены некоторые цифры, что молодежь сегодня читает не более 9 минут в сутки, в день. Это очень мало, и эта цифра уменьшается. Наверное, здесь есть в какой-то степени и вина нас, взрослых, потому что приведена была еще одна цифра, что у нас, у взрослых, у самих не хватает словарного запаса. При норме в 3000 слов мы в среднем обладаем 600 слова, 600 слов, не более. Это в самом деле проблема сегодняшнего нашего времени. Когда в окружении мы работаем с компьютером, а сейчас еще и удаленка, мы меньше читаем. Уважаемые родители, папы, мамы, вот обращаюсь сейчас к вам. Ребенок в этот мир приходит, и первые слова, которые он слышит, это то, что говорят папа и мама. Ваш голос становится для них главным. И как они счастливы, вот когда я смотрела на ролики, где присутствует и папа, и мама, поверьте, для них семья в этом и состоит. И если читают вместе с папой и с мамой, такие вы в этот момент их просто обнимаете. Спасибо за участие в этом конкурсе вам, потому что прежде всего этот конкурс направлен и на объединение вашей семьи. Читайте со своими детьми и обнимайте детей своих книгой. И от Союза женщин мы вручаем вот такую замечательную книгу. Она называется «Красная книга Республики Коми». В эту книгу занесено все, что у нас есть в России, в республике, и занесено в Красную книгу и животные, и рыбы, и растительности, вообще все, что у нас есть. Но есть еще особенность в этой книжке. Эта книжка живая, потому что есть картинки, когда при помощи, здесь написано, как это сделать, эта картинка оживает. Читайте вместе с детьми и обнимайте детей книгой. Спасибо. Спасибо большое, Галина Анисимовна. Да. Ну, Галина Владимировна, да,
Вы, наверное, с жюри, наверное, посмотрит, для кого отправить эти книги. Хотелось бы, наверное, пожелание от Союза женщин из номинации, каждая номинация, первое место самой многодетной семье. Спасибо, хорошо, мы учтем ваши пожелания обязательно. Галина Владимировна, настало время раскрыть последнюю интригу нашего конкурса. Да, уважаемые наши участники, действительно, ежегодно мы всегда вручаем специальный приз от организаторов, от Комреспубликанского института развития образования. 4 года назад мы действительно изучали опыт проведения различных конкурсов. И обратили внимание, что конкурсы имеют разное наполнение, и на протяжении 4 лет мы, конечно, всегда поддерживаем, благодаря различным нашим событиям, профессиональным и с родительским сообществом, детское семейное чтение. Данный конкурс, он уникален тем, что ни в одном конкурсе нет таких номинаций, которые способствуют, конечно, формированию и нашей гражданской идентичности, и формированию именно тех навыков семейного чтения, которые важны именно для семейного воспитания. И ежегодно мы выбираем работу, которая не подходит ни под одну номинацию, но которая является какой-то удивительной. И в этом году Комреспубликанский институт развития образования определил такую работу. Мы ее назвали «Читающая команда родителей». Представьте себе, что родители одного класса читали произведения наших писателей. Это команда родителей 2 класса гимназии города Сосногорска. И сейчас мы увидим данную работу, и наши родители сегодня на связи, мы уже их видим с детьми, которые присутствуют в классе. Мы вас приветствуем, вас видим вас. Гимназия город Сосногорск. И передаю слово сейчас, наверное, нашим коллегам, которые видеоролик включают. И далее вам, команда родителей, вам будет слово. Константин Паустовский. Сказка «Похождение жука-носорога». Усмехнулся на Степин подарок, погладил Степу по головке шершавой рукой. Петр в окопе задремал, выронил коробок с жуком и сумку. Жук ушел. Ответил Петр с огорчением. Вот беда. Нашел о чем горевать. Сынишка мне его подарил. Напоследок, тут, брат, не насекомое. Дорога память. Когда в свободное время Петр выпускал жука, а жук ползал вокруг. Пили, а кое-кто умывал в мундире, прицелился в Петра из винтовки. Вечная слава стосковалась по нашим рукам. Жук живой, живой. Он мой товарищ, ответил Петр. Ну вот. Сказал Петр, когда Степа вернулся. Удивительная работа команды родителей. И ваши дети вместе с нами сегодня на онлайн-связи. Ну, конечно, важный вопрос. Добрый вечер, вы нас слышите? Да, очень хорошо слышим. Конечно, очень важно понять, узнать, откуда возникла такая идея, почему вы приняли такое решение и ни в одной номинации не стали принимать участие, но работу нам направили, уникальную, интересную работу, и мы будем думать в следующий раз, что у нас будет возникать номинация. Читает коллектив, читает команда родителей. Спасибо вам за эту идею, но нам важно понять, кто такое решение принял. Расскажите.
слышим. Добрый вечер, вы нас слышите? Да, очень хорошо слышим. Во-первых, хотели бы поздравить от лица всего нашего родительского класса вас с наступившим Новым годом и праздниками. Хотели бы поблагодарить жюри организаторов за организацию такого прекрасного конкурса. Конечно же, в данной номинации мы участвовали благодаря нашему классному руководителю Балукиной Ирине Михайловне. Это вся ее заслуга. Она организовала, она придумала. На самом деле и данная номинация, весь конкурс, он объединяет. Он объединяет и укрепляет семью, он объединяет класс, школу, родителей, детей. Очень приятно, что сегодня проводятся такие конкурсы именно между детьми и родителями в классе, дома, вообще везде. Поэтому благодаря Ирине Михайловне данный конкурс состоялся в нашем городе, в нашем классе. Спасибо вам за ваш выбор. Спасибо, нам очень приятно. Вы получаете спецприз от нашего института, и мы надеемся, что и в следующем году вы выступите еще с какой-то интересной идеей для развития нашего конкурса. Спасибо, благодарим вас. Ну что, книга, как мы понимаем, по конкурсу. Что можно сказать, подытожив? Книга – самое могучее и самое универсальное средство общения людей, народов, поколений. Ее называют единственной машиной времени, с помощью которой можно совершать путешествия в невиданные страны, в прошлое, в будущее, в настоящее. Да, сегодня мы присутствовали на торжественном закрытии конкурса. Но мы понимаем, что и в этом году, уже в 2021, конкурс обязательно состоится. Благодаря именно вам, уважаемые наши родители, уважаемые мамы, папы, бабушки и дедушки, уважаемые семьи и, конечно, уважаемые наши дети. Мы понимаем, что сегодня семейное чтение в Республике Коми – это то пространство, которое позволяет еще раз нам заявить, что мы читающая республика. И благодаря именно вам, уважаемые наши родители и дети, мы это демонстрируем. Вы видите, что в нашей студии сегодня очень важное профессиональное сообщество, представители Министерства образования, многие и молодежной политики Республики Коми. Значение этого конкурса высоко оценивается. Ну а мы с вами понимаем, что мы читаем. Читаем каждый день. Мы любим читать. Мы любим. И эта любовь, пусть она будет в сердце каждого из вас. Потому что именно благодаря вам мы понимаем, что нас объединяет именно любовь к каждой семье. А значит, мы действительно достойно сегодня представляем и нашу республику. Спасибо всем вам, удачи! Мы желаем вам здоровья, всех благ, берегите себя и до новых встреч! Спасибо нашим партнерам, кто пришел сегодня в онлайн-студию, присутствовал лично при награждении, вручении своих подарков, призов. Спасибо вам большое. Мы очень надеемся на дальнейшее сотрудничество, что вы будете являться у нас еще и членами жюри в последующем, потому что количество участников у нас возрастает, а проверять работу, как вы сами говорите, труднее. Мы будем расширять еще и количество членов жюри. Спасибо всем большое. Читайте. Пусть в вашей жизни не будет ни одного дня, чтобы вы не прочли хотя бы одной странички любимой книги. До новых встреч. Всего доброго. До свидания. Спасибо большое. Пока-пока. Есть. Улетела простыня, и подушка, как лягушка, ускакала от меня. Бабушка, почитай сказку.
Вдруг из маминой спальни кривоногий и хромой выбегает умывальник и качает головой. Дедушка, почитай сказку. Он ударил в медный таз и вскричал «Карабарас!». Папа, почитай сказку. Мылом, мылом, мылом умывался без конца. Надо умываться